Северо-Восточном федеральном университете на сегодняшний день у нас обучается 4217 студентов. И этот конкурс очень важен для наших будущих учителей и студентов, которые сейчас обучаются на этих программах. Первый конкурс, который прошел, он достаточно удачно прошел. Победителей мы отправляли в Иннополис. Сегодня выступала на открытии победительница этого конкурса, которая поделилась своим впечатлением. И для них это стал таким ростом именно в профессиональном смысле. Пожелаю участникам, чтобы они не боялись, они показали свои самые лучшие качества, к чему они готовились, они должны выкладываться на все 100%. И пожелаю всем успехов и удачи. Я приезжаю, к счастью, не только на конкурсы, то есть для меня важная вещь – это и конкретные встречи со студентами, с учителями. За это время, больше чем за 10 лет, мы прошли период, когда мы начали профессиональное взаимодействие, когда и я учусь у ваших педагогов и студентов, и они учатся. Мы вместе проходим этот путь. Конкурс, он сейчас показывает эти результаты. Это конкурс, который действительно уже встал, расправил крылья, как сегодня говорили, и встал на ноги. Я уверен, что впереди еще будут полеты, когда этот конкурс, он будет и на уровне России достаточно известен. Вкратце о клубе. Такой конкурс «Учитель года России». Участники этого конкурса раньше не были объединены в клубы. Поэтому, когда в 2010 году я поехал на конкурс, оказалось, что я не знаю предыдущих конкурсантов. У нас в республике клуба не было, а у других у всех было. Поэтому мы с Новгородовым Александром Валерьевичем, который в 2009 году участвовал, Евгением Валерьевичем, который в следующем году участвовал, мы решили создать такой свой клуб республиканский. И мы начали работу в 2010 году, стали объединять всех учителей, которые хотят объединиться в сообщество. То есть это было добровольное учительское сообщество. И Александр Степанович Миронов, наш верхнеюрийский депутат, очень помог в организации первых конкурсов, потому что финансы были, конечно, при его поддержке были организованы эти первые конкурсы. И эти конкурсы получили большой резонанс по российским разным клубам всероссийским. К нам начали приезжать очень много желающих посетить Якутию, посмотреть Якутию, познакомиться с нашей культурой, и, конечно, поделиться своим бесценным опытом. Наш конкурс, конечно, сейчас он является главным клубным конкурсом. То, что он объединился со студенческим конкурсом, получил поддержку от Северо-Восточного федерального университета. Это личная инициатива нашего ректора Анатолия Николаевича, который очень глубоко понимает проблемы учительства, поддерживает это наше движение и наш конкурс. И этот синтез студенческого конкурса и учительского конкурса. Нечто новое, которое даже в России, в российских клубных движениях тоже является таким новым словом. То есть это нигде такого еще нету, по-моему. И этот полезный опыт, который продолжается, уже в 11-й раз мы делаем этот конкурс, и второй раз с университетом. Надеюсь, что он будет и так дальше развиваться и продолжаться во благо развития нашего учительства. С конкурса я начинал оценивать это верхневилюйские. В Бердигесях я оценивал. Там были такие местные конкурсы, а тут все-таки, я считаю, учитель клуб у вас проводят уже по масштабу республики. Естественно, растут мастерство и познание участников, как и учителей, которые уже имеют некий опыт работы в школе, которые у них даже солидный опыт, и начинаешь студентов. И мне было приятно, что на смену рядом с нами встанут молодые, талантливые учителя, и, главное, с такими амбициями. Потому что я считаю, человек без амбиций – это уже просто функционер такой, который проживает жизнь. А нужно с амбициями. Цель ставишь, пока ты готовишься к этой цели, а потом ты превосходишь к результатам. Я считаю так. И желаю всем учителям, чтобы превосходили те цели, на которые они себе поставили. И потом новые цели и так далее. Так идет прогресс. Так идет прогресс вообще человечества, я считаю.
Добрые дела не забываются, благородные поступки, хорошие отношения остаются в памяти людей и приносят свои плоды. Вот этот конкурс педагогического мастерства «Серебряный пеликан», он об этом и говорит. В свое время Александр Степанович внес свой вклад, чтобы этот конкурс состоялся. И с каждым годом этот конкурс становится все лучше, инновационнее, привлекаются очень много людей, узнают очень много педагогов и приходят на этот конкурс. Этот конкурс стал не только педагогического мастерства, но и стартом студентов. И это очень радует, что у «Серебряного пеликана» есть, можно сказать, свое дитё. То есть это говорит о том, что конкурс не останавливается, а развивается. Я очень благодарна Юрию Васильевичу Кынатову, который, не переставая и не сомневаясь ни на одну минуту, продолжает работать над этим конкурсом. И уже второй год проходит этот конкурс в рамках СВФУ, за что очень благодарна Анатолию Николаевичу за поддержку такого конкурса. Я хочу, чтобы этот конкурс продолжался еще многие годы и давал крылья для взлета педагогам и студентам. О конкурсе я свои цели, которые поставила на урок, достигла. Ученики очень хорошо поработали, очень заинтересовались, с радостью делали и выполняли задания. И вот сегодня, вот только что вышла из мастер-класса, который у меня называется «Восприятие». Ну, прошло хорошо, задавали вопросы, постаралась на все вопросы ответить. Все хорошо, все нормально. Мне кажется, что этот конкурс очень интересен тем, что для студентов это уже всего только второй конкурс проходит в нашей республике. Формат очень интересный. Мы ходим на семинары опытных экспертов, гостей из всей России, и это очень полезно. Очень интересные уроки проводятся. Также мы конкурируем между собой, физики с физиками, математики с математиками, и это как-то вовлекает в процесс. Этот конкурс все-таки повышает престиж учителя. Хочется, чтобы побольше молодых ребят также поступали на учителя и радовались, работали в этой замечательной профессии, которая, можно сказать, как вклад в будущее. С годами будет только лучше и лучше. И также хочу сказать слова благодарности моей школе, которая поддержала меня, и я очень благодарен своим коллегам, а также своему институту, своим преподавателям, научному руководителю. Мне очень нравится участвовать в таком конкурсе, поскольку все поддерживают тебя, и это дает тебе какие-то крылья. Как раз это символично связано с названием. Да? В голове ничего не укладывается, я еще не осознала тот факт, что я победила. А я сюда приехала просто участвовать. Эмоции, буря. И самое главное то, что я получила от этого конкурса огромный опыт. Увидела своих коллег, как они проводят свои уроки, мастер-классы. И самое главное, познакомилась с такими выдающимися людьми, как Александр Александрович, Сергей Алексеевич и Андрей Наумович. Любить свою профессию, любить детей и главное быть здоровым. Здравствуйте, меня зовут Заравняева Ирина Петровна. Я студентка третьего курса Института естественных наук. Обучаюсь по программе «Учитель биологии и географии». Это мероприятие очень сложное, но в то же время очень вдохновляющее. Я раньше никогда не участвовала в таких конкурсах, но в будущем обязательно буду участвовать в подобных конкурсах еще. Я очень рада.